Понедельник, 6 июня, 8 утра. На часах в Киеве, Минске и Москве. Мы начинаем информационный выпуск студии Белсат. Эти 2 часа с вами проведем мы, я, Игорь Винявский, мой коллега Ярослав Стешек. Сегодня 103-й день открытой фазы войны России супраць Украины. И мы распавядаем все новины, связанные с этим, и так само распавядаем самые важные подеи у Беларуси. А пачнем с короткого огляду новинов. Россия расширит список целей, которые она будет атаковать в Украине, если западные страны отправят в Киев оружие большой дальности действия, заявил Владимир Путин. Угроза Кремля совпала с первыми за долгое время авиаударами по Киеву. Российские власти утверждают, что целью удара стали танки, поставленные Украине европейскими странами. Украина же заявляет, что был обстрелян железнодорожный ремонтный завод. 1500 белорусов воюют на боку Украины супраць России, заявила Святлана Тихановская у интервью итальянскому выданию «Карьера делла Сера». Так само белорусская оппозиционная лидерка отзначила, что многие белорусы, якія не маюць вайсковага досведу, але хочуць дапамагчы Украине, теперь навучаюцца гэтай справе ў іншых краінах. Глава МИД России Сергей Лавров был вынужден отменить двухдневный визит в Белград после того, как Черногория, Болгария и Северная Македония отказались пропустить его самолет через свое воздушное пространство. Визит в Сербию для проведения переговоров был запланирован на 6-7 июня. Закрытое воздушное пространство 3 балканских стран фактически лишает Россию последних коридоров в небе над Европой. Паўднёвая Корея и Злучаныя Штаты запустили 8 ракет класса «Земля-Земля». Паводле паўднёва-карэйскіх вайскоўцаў сумесны запуск меў прадэманстраваць здольнасць і гатовасць наносіць хуткія і высокадакладныя удары. Запуск стаў адказам на запуск КНДР балістычных ракет, праведзены 5 чэрвеня. За апошнія месяцы Паўночная Корея правяла шэраг такіх выпрабаванняў. Евросоюз разработал план замещения газа из России. Об этом заявил еврокомиссар в вопросах внутреннего рынка Тьерри Бретон. Треть получаемого из России газа Брюссель планирует заместить сжиженным природным газом из США и Катара. Часть поставок заменят на энергию из зеленых источников. Не исключен и перезапуск угольных электростанций. Ну вось, калі казаць пра гэтыя газавыя справы, то варта прыгадаць, што эмбарга на нафту увесці было прасцей для еўразвяза, хаця і не поўна, там 2/3, калі я не памыляюся. Да, абсолютно. А вось газ быў такой кропкай, дзе зусім цяжка справы ішлі. Где Евросоюз показал, что не все вопросы может решать на данный момент вот так вот объединенно. Ну, тем не менее, будем надеяться, что все-таки к какому-то консенсусу, если так можно сказать, Евросоюз в этом вопросе уже пришел, но и дальше будет, в общем-то, это вельмі цікавая тема, господарство двигаться. Мы постоянно сочым за гэтым, у тым ліку і таму, што Беларусь таксама звязаная з газавай сістэмай еўразвязу. Праз Беларусь праходзіць газаправод Ямал-Европа, ну і калісьці вельмі шмат было размоваў пра то, як дыверсіфікаваць гэтую сістэму, як зрабіць нават, можа, Беларусь незалежнай ад паставак ад Газпрома. Зараз такі час прыйшоў, што ўсё зусім іначай выглядае. А што датычыцца удараў па Кіеву, якія адбыліся напярэдадні, вось мы пра гэта паразмаўляем з нашым карэспандэнтам Александром Мікруковым, які зараз у Кіеве. Я спадзяюся, мы можам ужо з ім звязаться. Александр, ты чуешь нас? Да, доброе утро, студия. Действительно, хочется вам сейчас рассказать про вчерашние, как мы их называем, попадания по Киеву. Соответственно, прошло уже законом отведенное время, поскольку здесь в рамках закона нельзя рассказывать за 3 часа про попадание по гражданской инфраструктуре и за 12 часов про попадание именно по военной. То есть, соответственно, пока это время не вышло, о нем говорить нельзя. Это было попадание по одному из объектов, по одному из заводов Укрзалезницы. Это Украинская железная дорога. Соответственно, это непосредственно гражданский объект. Вся проблема в том, что российская сторона заявила якобы о том, что на одном из заводов Украинской железной дороги якобы был склад танков, поэтому их удар был оправдан. Однако
Укрзалезница сразу устроила пресс-тур для того, чтобы показать, что никаких ни танков, ни военной техники, ничего в принципе у них на этом заводе не было. Это просто обычное рабочее место, где люди просто ремонтировали элементарно вагоны. Соответственно, мы вчера поговорили с их сотрудниками, с директором, с одним из депутатов Верховной Рады, и я сейчас предлагаю послушать, что они нам рассказали. В 6 утра был прилет. 4 ракет на территорию завода. 5-я ракета не долетела. Ну, ее то ли сбили, то ли она там в лесу упала. Вот. 4 ракеты, 3 из которых прилетело в 3 цеха. И 1 ракета не долетела, там покажу дальше воронка есть. Така 4 метра діаметр, 1,5 глибина. Сьогодні ми всі бачимо, що це терористичний акт. Сегодня мы все видим, что это террористический акт. Мы опровергли слухи про то, что именно на заводе в Дарнице ремонтировали, строили или хранили какую-либо военную технику. Она отсутствует. Тут сугубо мирные профессии. Здесь ремонтируют вагоны. Вагоны для перевозки муки, по перевозке зерновых культур. Также вагоны, полувагоны, которые перевозят уголь и все, в чем сегодня нуждается Украина. Я считаю, что сегодня это акт запугивания. Это акт, который демонстрирует, что страна-агрессор использует любые действия для геноцида украинского народа. На этом предприятии работает 668 сотрудников, которые остались сегодня без работы. К этому заводу подключены 63 тысячи зданий, высокоэтажек, и сегодня они без света. Простые украинцы не могут приготовить своим детям еду. Это гуманитарная катастрофа. Я это подчеркиваю. На данный момент, сегодня, после утреннего прилета ракет, мы занимались именно оперативными действиями по локализации возгораний и тому подобное. Да? Пока нас еще не допустили для оценки и разработки планов по восстановлению пиротехники, так как еще не закончены работы военных. Как только они закончат, тогда мы получим доступ, и после этого мы сразу же, естественно, оценим, и сколько нам до времени и ресурсов на полное восстановление работы завода. Соответственно, здесь есть действительно огромная проблема, как сказали люди, которых мы сейчас послушали, с тем, что украинская железная дорога занимается в первую очередь грузоперевозками. Непосредственно вот этот завод занимался обслуживанием и ремонтом вагонов. И в первую очередь они были необходимы для того, чтобы переводить грузы как зерно. Соответственно, вот этот удар непосредственно сотрудники украинской железной дороги расценивают как попытку создать продовольственный кризис, поскольку у Украины сейчас идет фаза перевозки непосредственно зерна, и здесь не только внутренний экспорт, но и экспорт непосредственно в страны зарубежья. Соответственно, атака именно непосредственно по этому заводу расценивается как попытка создания продовольственного кризиса не только по Украине, но и по всему миру. Это то, как считают непосредственно сотрудники этого предприятия. А скажи, калі ласка, ці ўжо вядома, ці ўжо можна распавядаць, што гэта былі за ракеты і адкуль яны прыляцелі, і гэтыя ракеты, якія трапілі напярэдадні. І дзякуй Богу, што не ўсе ракеты даляцелі. Сейчас об этом очень сложно сказать. Как заявляли сотрудники, это были непосредственно крылатые ракеты. Когда мы говорим о попадании вот именно последних дней, речь идет в первую очередь о сверхточных наводках, грубо говоря, с БПЛА, беспилотных летательных объектов. Соответственно, здесь достаточно сложно сказать, что это было непосредственно, поскольку такая информация не раскрывается, но поскольку попадание было достаточно точным, можно именно считать, что это был непосредственно дрон или сверхзвуковое оружие. Ну вось, я так разумею, што калі і Расія прызнала, што она атакавала аб'ект украінскай чыгункі, і калі мы бачым гэтыя кадры, вось, дзякуй табе за працу непасрэдна аператыўную на месцы. Ну, то бок, атрымліваецца, гэта свядомы быў удар па інфраструктурнаму аб'екту, ад якога церпяць грамадзяне Украіны. А што людзі, якія жывуць у ваколіцах, кажуць, ці атрымалася ў цябе паразмаўляць з імі ці з іншымі жыхарамі Кіева, як яны рэагуюць на непасрэдна пагрозы новых абстрэлаў? Сейчас каждый раз, когда такое происходит, наблюдается тенденция того, что люди начинают снова несколько бояться. То есть, поскольку долгое время здесь, последний месяц, фактически не было ни одного, так сказать, прилета, то люди очень сильно расслабились и, соответственно, вернулись к нормальной жизни. Однако, как только это случается, все возвращается на круги своя, и мы снова ощущаем вот эти вот особенности непосредственно военного времени. Тут стоит отметить, что, к счастью, не было абсолютно погибших после вот этих вот авиаударов последних.
подтверждениях непосредственно прилетов ракет был только один пострадавший с легкими повреждениями тела, и с ним уже все в порядке. И это сейчас самое главное, поскольку обычно ситуация более драматическая и есть погибшие, но, к счастью, в этот раз их не было. Дякую, Александр. Таксама не толькі трымае нас у курсе, але, калі ласка, будьце ў бяспецы. І таксама захоўвае дысцыпліну, што датычыцца паветранай трывогі. З намі з Кіева Александр Мікрукоў, які наведаў аб'ект украінскай чыгункі пасля таго, як гэты аб'ект трапіў пад абстрэл з боку Расіі. Ну вот, кстати говоря, Саша сказал, что за месяц это был практически первый обстрел Киева. Люди уже возвращаются к мирной жизни, ну, пытаются вернуться, насколько это возможно. И вот такая информация появилась. Один киевлянин пытался переплыть Днепр в черте города, и все могло закончиться трагично, потому что силы он свои не рассчитал, но вовремя подоспела служба спасения. Так что видим, как бы служба спасения функционирует в Киеве и спасает людей, которые пробуют свои силы, но не всегда их адекватно оценивают. Але это навіна мирнага часу. То бок будзем спадзявацца, што такіх навінаў будзе ўсё больш, а навінаў ваенных будзе ўсё менш, але для гэтага, канешне, яшчэ шмат чаго трэба зрабіць. На официальном сайте президента Украины тем временем появилась петиция о предоставлении украинского гражданства иностранцам, которые в условиях войны защищают территориальную целостность и суверенитет Украины. Уже собрано более 7 тысяч подписей. В чем сложности данной процедуры, сможет ли она стать реальностью и почему в некоторых случаях выдача гражданства происходит быстро, а в других растягивается на годы? На эти вопросы нам ответил эксперт по конституционному праву Украины Богдан Бондаренко. На основании украинского закона о гражданстве иностранцы, которые служат в вооруженных силах украинских, могут в упрощенном порядке получить украинское гражданство. То есть необходимо знать на каком-то уровне украинский язык и, собственно, подать декларацию, которым они берут на себя обязательство выйти из другого гражданства, по предыдущему, потому что в Украине только единое гражданство разрешено. Вот. Либо, если они даже защищают страну, но не в составе вооруженных сил, а в каких-то других подразделениях, даже вот если там добровольческие и тому подобное, то есть другой порядок для людей, которые имеют особые заслуги перед Украиной, и они могут попасть в эту категорию и, собственно, получить гражданство. Тут вопрос даже не в петиции, если честно. То есть петиция — такой политический инструмент, который может просто привлечь общественное внимание к этой проблеме. Но на самом деле в каждом отдельном случае каждого отдельного человека должна работать комиссия по гражданству при президенте Украины, обрабатывать его документы и, собственно, выдавать украинское гражданство. Я надеюсь, что эта проблема будет решаться, потому что, как вы понимаете, это уже не точечный вопрос. То есть таких случаев становится все больше, но, видите ли, необходимо каждую ситуацию разбирать отдельно. То есть есть же у нас, например, основания, в которых определенные люди не могут вступить в украинское гражданство, например, если они были осуждены ранее за какие-то преступления, например, против мира и человечности. Я не говорю, что мы имеем повально такие случаи, просто привожу пример, что есть основания, когда нельзя. И надо отдельно каждую ситуацию разбирать, почему так долго. К сожалению, проблема есть. Я думаю, что в ближайшее время на высшем политическом уровне, все-таки это комиссия при президенте, это их сфера парафии, и, собственно, они должны это сделать. Они должны самостоятельно понять, что проблема действительно серьезная, и, то есть, возможно, нужно что-то улучшить в работе комиссии, может, чего-то не хватает, что-то добавить, чтобы у нас просто, в таких ситуациях они были, скажем, более исключениями, чем правилом. Спадарства, хоць і ёсць пэўная ілюзія, што нібыта гэтая вайна адступае ад тых раёнаў, дзе сышлі расійскія акупанты, але тым не менш памятаем, што застаецца вялікая небяспека новых абстрэлаў і новых атакаў самых розных. Мы ведаем, што учора у Чорным моры быў як мінімум один карабель і одна подводная лодка расейцаў, гатовая да абстрэлу крылатымі ракетамі, дзе было 12 крылатых ракетаў, то бок гэта ракеты, якія могуць паляцець у любы момант. Тым часам у Киеве анансавалі рэйд па рэстаранах і начных клубах. Там узмоцніць кантроль за выкананнем каменданцкай гадзіны. Вось пра гэта
паведамляе адміністрацыя і нагадвае, што падчас каменданцкай гадзіны па горадзе можа перасоўвацца толькі транспарт са спецыяльнымі пропускамі, і выходзіць можна толькі да бліжэйшага бомбасховішча, калі ёсць сігнал паветранай трывогі. А каменданцкая гадзіна, яна доўжыцца кожную ноч з 23 до 5 раніцы гаспадарства. Ну, кстати, вот была информация, опять же, что задерживают людей, которые нарушают комендантский час, именно выходят из клубов. Люди уже, как мы раньше говорили, хотят возвращаться к мирной жизни. Допустим, одного киевлянина там задержали, он еле на ногах стоялся, но при этом уверял, что он абсолютно трезвый. И вот подобные проблемы с вечеринками с алкоголем привели премьера Британии Джонсона к возможной отставке, потому что там будут голосовать за его отставку именно за то, что он организовывал или проводил, ну, по крайней мере, участвовал в вечеринках с алкоголем во время пандемии COVID-19, когда подобные мероприятия были запрещены. При том, что Джонсон ранее уверял, что на таких вечеринках он не присутствовал, но потом появились неопровержимые доказательства того, что он говорит неправду. И вот теперь будем еще следить за тем, как будет складываться карьера Бориса Джонсона в ближайшее время. Ну так, і для украінцаў, дарэчы, гэта таксама вельмі важна, тому што, як аказалася, Борис Джонсон адзін з вялікіх сяброў Украіны, і ён не думаў доўга перад тым, як прадставіць узбраенне. Ну, гаспадарства, навіны самыя розныя, звязаныя з гэтым, і у тым ліку эканамічныя ёсць. Когда экспорт проседает на 18 миллиардов долларов, а импорт не хочет замещаться, закрывать дыры начинают не совсем этичными законами. Правительство Беларуси разрабатывает акт, позволяющий бизнесменам завозить в страну партии цифровой санкционки. На что рассчитывает Лукашенко, давая зеленый свет импорту в Беларусь товаров, программного обеспечения и компаний, покинувших их рынок почти после начала войны? И стоит ли населению гоняться за серым импортом? В этих вопросах разбиралась Юлия Тельпук. Сначала Москва, а за ней Минск решили задержать уходящие с их рынков компании. Заявили, что не станут мешать бизнесменам ввозить в страну товары определенных брендов без разрешения правообладателя. То есть, хотите нам продавать или нет, мы это купим. Беларусь, я думаю, что делает это для того, чтобы изобразить из себя той самой прокладкой, которая может через себя прокачать некий объем для Российской Федерации. Ну, например, можно вывозить товары, которые, там, например, через Казахстан завести в Беларусь от компании, например, Samsung. Если условный Samsung или Apple действительно не хотят продаваться в России, они могут отключить обновление программного обеспечения устройства или блокировать как украденные модели всей попавшей в серую схему партии. Товар прослеживается вообще 100% на России. Любой товар, даже страшно сказать, мы вот сейчас с вами говорим про некую электронику, но абсолютная иллюзия, что, например, украинское зерно или украинский, там, не знаю, металл можно как-то зарыть. То бишь совершенно понятно, куда товары попадают. Оперативно-ситуационный штаб при Совмине Беларуси, тем не менее, легализирует параллельный импорт товаров, программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей. Установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка. Оборудование, товары и услуги массового потребления обязательно столкнутся с проблемами в эксплуатации, считает экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. Поэтому так называемый параллельный импорт, легализированный Путиным, а теперь и Лукашенко, имеет потенциал только по некоторым позициям. Где немного электроники, но можно будет завести через страны третьего мира какие-нибудь там стиральные машины, там, не знаю, микроволновки, кофемолки, кофеварки и все остальное. И велика вероятность того, что вы не попадете под блокировки. Если говорить о программном обеспечении, приобретенном без разрешения правообладателя, риски велики, заявил в интервью «Зеркало» научный сотрудник Центра БРОК Олег Мозоль. Завезенное оборудование, которое не имеет соответствующих лицензий, также может быть в любой момент заблокировано, что чревато не только остановкой производства, но и техногенными катастрофами.
До 2022 года, как это принято в большинстве стран мира, в Беларуси Россию было запрещено ввозить партии товара, защищенные товарным знаком владельца. Импортировать продукцию брендов могли только правообладатели или их официальные дилеры. Юлия Тельпук, Белсат. А мы тым часам распавядаем яшчэ больш пра навіны, звязаныя з вайной Расіі супраць Украіны, пра навіны, звязаныя з тым, як Украіна гераічна адбівае гэтую агрэсію. Вось такое паведамленне, што Вялікая Брытанія перадае Украіне рэактыўныя сістэмы залпавага агня М270, здольныя трапляць у цэлі на адлегласці 80 кіламетраў, значна больш дакладныя, чым узбраенне савецкага узору, якое ёсць ва ўзброеных сілах Украіны. Вось, пакуль вядома па дадзеных каналу BBC пра 3 такія устаноўкі. Вось, ну і гэта вельмі прыдасца украінцам, у тым ліку разам з амерыканскай сістэмай залпавага агню «Хаймарс», дзе таксама высокадакладная зброя можа быць ужываная. Но наш следующий гость, с кем мы сейчас поговорим, украинский наш коллега Дмитро Гнап, журналист, который... Ну, можно сказать, была такая популярная рубрика раньше в прессе «Журналист меняет профессию». Это когда журналист на какое-то время там переквалифицировался для того, чтобы побывать в чьей-то, так можно сказать, ипостаси, да, а потом рассказать, вот как оно выглядит. И Дмитро Гнап, у него, правда, вот это затянулась уже смена профессии, потому что он теперь офицер 3-й танковой бригады с начала войны. Ну, давайте послушаем нашего коллегу. Добрый день, Дмитро, вы в эфире. І цяпер вы паўнавартасна знішчаеце расійскія танкі, наколькі мы разумеем. Доброго ранку, шановна аудиторія каналу Белсат. Так, з першого дня війни я в Збройних силах України. Ну і з початку березня наша танкова бригада знаходиться на одному з таких найважчих, найгарячіших напрямків фронту під Ізюмом на Харківщині, де ми стримуємо наступ російських окупантів, які хочуть оточити наше угрупування на Донбасі. 3-й місяць вони вже це роблять, і 3 місяці їм це не вдається. Ну, а перадусім чаму іх не атрымліваецца у расейцаў атрымаць гэты поспех, на які яны разлічвалі на ізюмскім кірунку? Ну, вони розраховували, як ви знаєте, на бліцкриг, не тільки на нашому напрямку, а й на інших. Бліцкригу їм не вдалося зробити, бліцкриг повністю провалився, оскільки багато вмотивованих людей пішло в українське військо, як тільки війна почалася, і вони взяли до рук зброю, не тільки журналісти, а й менеджери, юристи, трактористи, водії, підприємці, музиканти. Взяли до рук зброю, щоб зупинити російського окупанта, і тому мотивація, високий бойовий дух – це 2 переваги, які українська армія мала від самого початку війни. Ну а зараз ми сподіваємося, що ми будемо мати, остаточно здобудемо 3-ю перевагу, зокрема перевагу в сучасному озброєнні. Ну, калі казаць пра вашу асабістую матывацыю, як вы прыйшлі да гэтага рашэння, это першая частка майго пытання, а другая частка пытання, што канкрэтна вы робіце вось на сваім баявым месцы, як выглядаюць ваши абавязкі? Для мене це питання не стояло, оскільки я думаю, що кожен український чоловік після того, як до його країни, на його рідну землю вторглась армія окупанта, мав захищати свою країну. Ну, звісно, той, хто може тримати в руках зброю, той, хто може і хоче воювати, мені здавалося, що повинен був іти до війська. І я пішов добровольцем, я навіть не за мобілізацію, пішов добровольцем в перший день війни. Це перше. Що стосується мене, то я заступник командира танкової роти. В мої обов'язки входить допомога командиру і загальне керування бойовою підготовкою, моральним станом бійців, ну і технічною складовою нашої танкової роти. Тобто все, що стосується технічного забезпечення
наших бойових машин, танків. Це також мої обов'язки. Дмитро, а почему все-таки, ну вот танкист, вы журналист, ну обычно там чаще люди, если идут в нашей профессии на войну, то направляются как-то военными корреспондентами, например. Почему вы все-таки решили вот пойти в другом направлении? У мене вибору як такого не було, оскільки я опинився, коли війна почалася одразу, я опинився у військкоматі. І там мені запропонували йти саме в 3-ю танкову бригаду на Хмельниччині, оскільки їм потрібен був військовий саме моєї військової спеціальності. Я, як і багато українських, та я думаю, білоруських, напевно, чоловіків, не кадровий військовий, а свого часу до військової служби мав дуже-дуже таке віддалене ставлення. Я просто закінчив військову кафедру, коли навчався в університеті. Я закінчив філософський факультет університету імені Тараса Шевченка Київського. І ми паралельно вчилися, ну, не на військовій кафедрі, а у військовому інституті. Тому за такою традицією, да, в багатьох країнах я ще й отримав цю таку суміжну військову освіту, закінчив військову кафедру, чи точніше військовий інститут, і отримав звання лейтенанту запасу. Але ніколи не вважав себе справжнім військовим і ніколи не думав, що ніколи не вважав, що військова кафедра дає там якусь справжню військову підготовку чи справжню військову спеціальність. Я її вже почав здобувати тут, спілкуючись з кадровими, бойовими офіцерами, з бійцями, солдатами, сержантами звичайними, які мають бойовий досвід. А просто коли я прийшов у військкомат, то мені сказали, що за твоєю спеціальністю військова психологія, а я саме таку спеціальність отримав, коли закінчував військову кафедру. Ось є вакансія в 3-й танковій бригаді. Підеш? Я сказав, піду. Мені байдуже, де бити ворога, де воювати з російськими окупантами. Так що с первого дня войны. Тем не менее, в мирное время там наше с вами оружие, как говорится, перо и микрофон. А совмещаете ли вы вот эти два вида оружия? То есть делаете ли, например, какие-то заметки, ведете какие-то дневники? То есть что-то после войны появится от вас, как, например, от автора каких-то военных там мемуаров? Ну, інколи, коли сюди на наш напрямок доїжджають найсміливіші журналісти, знімальні групи телебачення, це буває там раз на 2, на 3 тижні, я їм допомагаю готувати ці матеріали, вожу по наших бойових позиціях, показую, як воюють і живуть на передовій на лінії фронту українські танкісти 3-ї окремої танкової бригади. Тобто я допомагаю прес-службі нашої бригади, коли сюди приїжджають журналісти, коли в мене є для цього час. Інколи щось пишу в Фейсбук, коли є час. Часу, скажу чесно, зовсім небагато. Ну і коли є інтернет. Ну, останнім часом, дякуючи Ілону Маску, у нас з цим практично немає проблем. У нас в батальйоні є комплекс Starlink, так що є можливість інколи писати у Фейсбук свої враження від цієї війни, від людей, які тут на фронті поруч з тобою воюють, і від того, як і коли ми зможемо перемогти російських окупантів. Ну, ми, до речі, на Белсаті робили адмысловы матэрыял «Эксплейнер», тлумачылі, чаму менавіта вось Starlink сістэма і іншыя перадавыя тэхналогіі дапамагаюць украінцам быць эфектыўнымі. Ну і вось у мяне такое пытанне пра філасофію гэтай вайны, якая насамрэч-то доўжыцца з 2014 года. Просто раней гэта быў такі гібридны выгляд, і расійскія кадравыя вайскоўцы хаваліся пад выглядам там паўстанцаў, там ці як і на сябе апалчэнцаў, ДНР, ЛНР. А на ваш погляд, у чым галоўнае адрозненне сённяшніх баявых дзеянняў ад таго, што было ў Донецку, Луганску і падчас анексії Криму? Ну, тепер росіяни не ховаються, це перше. Тобто, якщо раніше вони вели так звану гібридну війну, соромлячись, вони там зривали нашивки зі своєї форми і казали, як там цей
російський керівник казав, їх там нет, да? То тепер вони не соромляться, вони оголосили, що офіційно вдерлися в Україну, і ніхто цього не приховує. Це з одного боку. Більше, звісно, набагато більше, в десятки, в сотні разів використовується артилерія, система залпового вогню і обстріл мирних українських міст ракетами. Тобто це набагато масштабніша, повноцінна така війна, повноцінне вторгнення по великій лінії фронту. Ну і масштаби, звісно, інші. Якщо тоді росіяни кидали там окремі свої частини в 2014-2015 році, ну тобто на Донбасі, то тепер уже повномасштабно російська армія вишкребла все, що у неї є, готового стріляти, вбивати, рухатись, пересуватись, і кинула сюди в Україну, де значна частина з них і успішно полягла. Так що тепер ніхто з керівництва держави-агресора, ніхто з російського керівництва не ховається, не приховує того, що вони ведуть відверту війну проти України. Дмитро, ну вы сказали уже, что не всегда там появляется возможность у вас выйти в интернет, когда появляется, пишете что-то в своем фейсбуке. Тем не менее спрошу, а есть ли у вас время, делали вы такой некий мониторинг, допустим, того, что российские СМИ пишут, потому что российские журналисты тоже появляются сейчас на фронте, делают какие-то репортажи, вот как их работу вы оцениваете, если, конечно, вы смотрите просто так, не знаю, ради интереса или просто чтобы иметь представление о том, что на той стороне, в общем, как подается информация? Ну, ви знаєте, чесно кажучи, немає змоги дивитися, особливо там те, що пишуть російські медіа. Ну, зокрема, російські пропагандисти мене точно не цікавлять, тому що для цього треба мати дуже багато здоров'я, щоб переглядати той шлак, який продукує російська пропаганда. А якщо говорити про російські ліберальні медіа і взагалі російську ліберальну інтелігенцію чи опозицію, яка начебто співчуває Україні і засуджує війну. Знаєте, мені завжди хотілося звернутися до цієї російської ліберальної опозиції, ліберальної інтелігенції, яка там зараз, можливо, в еміграції знаходиться, але тим не менше. Я хочу сказати їм, що вони просрали, даруйте за таку прямоту, своє завдання, вони просрали свою роботу, вони просрали свою країну, і ми тепер виконуємо їхню роботу за них, за російську цю ліберальну інтелігенцію, за російські ліберальні медіа, які не мали духу, волі для того, щоб боротися з путінським режимом, які, якщо я не помиляюсь, в кінці 2011 року, коли у них були протести на Болотні, замість того, щоб стояти в центрі Москви і протестувати далі, вимагати відставки путінського режиму, який вкрав у них тоді результати виборів, вся російська інтелігенція і представники російських ліберальних медіа роз'їхалися тоді відпочивати по Таїландах, Гоа там і Парижах. В 2011 році вони просрали своє повстання на Болотній, коли могли тоді, мали всі шанси повалити путінський режим, або принаймні домогтися відставки Путіна. І зараз тепер нам доводиться робити їхню роботу. За них тепер підчищати. І за них тепер боротися з кремлівським режимом, щоб його остаточно повалити і звільнити не лише землі України, а ще й Росію від цього диктаторського ярма. Ну, я все ж таки попрошу вас постаратися без занадто моцних словаў далей, але апошняе такое пытанне да вас, каб зберагчы трошки вашага часу. Як на вашым накірунку фронту выглядае сітуацыя, тое, што вы можете на гэты момант расказаць, і як, чаго чакаеце ў бліжэйшыя часы? Да чаго рыхтуецеся?
В наступні години ми готуємося до чергового наступу росіян, оскільки зараз, поки я з вами говорю, там в кількох кілометрах йде посилена артилерійська підготовка чергового наступу росіян. Тим не менше, це для нас вже звична ситуація. Майже кожного дня росіяни починають ранок з змасованого артилерійського обстрілу, потім намагаються йти в атаку, потім добряче отримавши від Збройних сил України тут в нашому районі бойових дій, на нашій ділянці фронту, потім вони відкочуються назад. І так уже триває 2,5 місяці. Тому ми готові і далі кожного дня перемелювати, знищувати ще більше російських окупантів, аж поки вони тут не закінчаться і зрештою не заберуться назад у цей проклятий Мордор, звідки вся ця темна орда вирвалася на українську землю. Дякую вам велике, тримайтеся і перемагайте. Дякую. З нами на сувязі був Дмитро Гнап, відомий український журналіст, який тепер працює, воює як офіцер танкової бригади. Я бы, кстати говоря, еще немного подискутировал бы с ним на тему касательно вот вины российских либеральных СМИ. Ну, понимаете, это бесконечная дискуссия. Это, да, очень долгая дискуссия. Времени тоже у него особо нет. Но, тем не менее, я вот, например, все-таки считаю, что функция СМИ информировать общество, и какая-то часть российских СМИ, это, ну, я имею в виду, конечно, да, оппозиционных, выполняла. Наверное, все-таки, может быть, больше адресовать нужно вопросы к обществу, как общество реагирует на эту информацию и к какому выводу это общество приходит, исходя из того, что получает вот такую вот информацию. Ну, спадарства насамрэч Белсат дасяжны у тым ліку на тэрыторыі Расіі праз спадарожнік, но таксама ёсць і іншыя спосабы праз сацыяльныя сеткі глядзець наш тэлеканал. І таксама заклікаем вас, калі ласка, спадарства, подписывайтеся на Ютубе, паведамляйце сваім сваякам, што адбываецца, тое, што мы паказваем, таму што Белсат – гэта адзін з апошніх тэлеканалаў, якія, ў прынцыпе, могуць паказаць сітуацыю, ну, тым ліку па-беларуску, тым ліку па-расейску. І ёсць, дарэчы, такая навіна хорошая для нашых суайчыннікаў, якія жывуць у Літве зусім недавно, вось у гэтым месяцы. Появился в пакетах телевидения. Так, Белсат ёсць у кабельных пакетах у Літве, у Польшы, ва Ўкраіне таксама спадарства. Таму мы заклікаем вас глядзець і дзяліцца са сваімі блізкімі гэтай інфармацыяй і гэтым відэо, якое мы показываем. Ну и продолжая тему журналистики во время войны, медиакомпания «Суспільне мовлення» призывает освободить из российского плена своего сотрудника. Василий Филимон, телеоператор, 24 февраля его призвали в украинскую армию. Позже его супруга сообщила, что он попал в плен. Наши коллеги пообщались с женой Василия. Будучи там на передовій, він робив все можливе, аби піклуватися про мене. Він ніколи не жалівся. Він ніколи не скаржився, що йому там тяжко. Більш за все його хвилювало те, як почувається його мати, та як це все витримую я. Під час наших розмов, знаєте, складалося таке враження, що він десь на курорті, а я знаходжуся в безпеці. І він просто огортав турботою. Він навіть зміг втілити одну з моїх давніх мрій і купив мені кошенятка сфінкса. Бо він розумів, що вдома мені дуже самотньо без нього. Ми були на зв'язку кожного дня. По можливості він дзвонив або писав мені зранку та ввечері. І коли 15 травня він не вийшов на зв'язок, стало зрозуміло, що щось трапилось.
26 травня я вже отримала звістку, що мій чоловік перебуває у полоні. В той момент життя воно зупинилося. Це таке дивне відчуття поєднання жаху і надії. Я розумію, що для багатьох Василь – це лише один з тисячів. А для мене це людина, це цілий всесвіт. І я дуже чекаю на той день, коли я дуже чекаю на той день, коли я побачу його, він зможе мене обійняти і сказати: «Травка, я тебе кохаю». Ну, спадарства мы працягваем гэтую тэму, як журналісты падчас вайны сябе паводзяць і што робяць і якія сітуацыі часам трапляюць, таму што, як мы бачым, падчас адкрытай фазы расійскай вайны ва ўкраіне расейцы зусім ніяк не выконваюць міжнародныя дамовы, абавязальніцтвы адносна журналістаў, і часам менавіта машына з надпісам «Прэса» з'яўляецца для іх прыярытэтнай мэтай, таму што яны палююць на журналістаў, а таксама палююць на журналістаў на акупаваных тэрыторыях. Ну, у нас сегодня вообще вот сейчас обратили внимание на то, что сегодня богатый день на общение с нашими коллегами, с людьми вообще из медиасферы. Николай Сыченко, руководитель мариупольского телевидения, который уже достаточно частый гость наших эфиров с нами на связи. Он сейчас в Запорожье находится, но тем не менее держит руку на пульсе. Николай, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Ну вот действительно проблема с информацией из Мариуполя, она изначально-то была, эта проблема, а сейчас еще усугубилась тем, что люди, которые раньше могли какую-то информацию доставлять из Мариуполя, сейчас тоже уже неохотно, в общем-то, ею делятся, потому что их родственники, родные, близкие, которые находятся до сих пор в городе, да, попадают под репрессии, и это становится небезопасным просто для людей, поэтому с каждым днем у нас все меньше и меньше каких-то источников информации из Мариуполя. Что вы нам можете рассказать на сегодня? Смотрите, да, вы абсолютно правы, что с каждым днем все меньше и меньше мы получаем оттуда достоверных данных от наших коллег, от наших земляков. Я бы хотел сделать уточнение. Сегодня я не в Запорожье, как всегда, сегодня я в Киеве. Сегодня я в Киеве именно потому, что День журналиста. Меня пригласили в кабинет министров, чем-то вроде бы должны наградить. И я считаю, что эта награда не столько моя, сколько это награда всех мариупольских журналистов, сколько это награда всех мариупольских студентов-журналистов, потому что я еще и преподаватель в Мариупольском государственном университете на журфаке, да. И что интересно, что дети, которые учатся у нас, сейчас они раскиданы по всему миру. И, что важно, они не бросили обучение в Мариупольском государственном университете. И, что еще более важно, вот у меня есть две студентки. Одна из них в данный момент проживает в Москве, вторая проживает в Екатеринбурге. Они вынуждены были бежать из города с родителями, но они смогли выбежать только на территорию России. И, к сожалению, родители этих студентов поддерживают действия России, а студенты нет. А студенты записывают мне работы, практически проходясь по улицам России, разговаривая на державной мове нашей, так, и Мариупольский государственный университет — это МГУ, да, и у меня вот студентка, девочка, записывала стендап на фоне Московского государственного университета. То есть эти люди не боятся, эти люди любят свою страну, эти люди любят свой вуз, пока они не могут оттуда выехать, потому что они зависят от своих пап-мам, да, но я думаю, что выйдут точно. Что касается Мариуполя, смотрите, с каждым днем все жестче и жестче.
оккупанты хотят запустить, и уже почти запустили свой телеканал. Они его назвали «Новый Мариуполь». Это, вы знаете, это даже не телеканал, это вот пропагандистская шайка, которая работает четко по лекалам СССР. То есть они выбирают ракурсы Мариуполя, которые более-менее целые. Они показывают это в эфире, они находят людей, которые рассказывают им, что они 8 лет мучались, несчастные. То есть найти на 100 тысяч людей, которые остались в городе, 5 человек или даже 3 там было, которых можно выставить в эфир, и которые скажут, что тебе нужно. А причем у них даже, к сожалению моему, это настолько плохой репрезентативный вид для мариупольцев, да, то есть они находят самые... я не буду говорить какие, но слои населения, которые рассказывают о том, что как мы ждали, как мы рады, что нету никакой оккупации, они себя чувствуют свободно. И это ужасно, потому что другой информации в Мариуполе нет. Другого информвещания в Мариуполе нет. И люди, если они будут смотреть каждый день такое, к сожалению, они сами начнут волей-неволей в это верить тоже. То есть они будут думать, у меня плохо, но мне показывают, что везде норм, значит и у меня тоже скоро будет норм. Поэтому мне кажется, что помимо дипломатической войны, да, помимо военных действий непосредственных, нам нужно очень жестко работать на информационной войне, да, и пытаться доносить нашим людям то, что на самом деле происходит. И люди, которые выезжают оттуда, вот сейчас даже, они рассказывают о том, что они не выезжали, потому что они слышали каждый день, что в Запорожье, в Киеве, во Львове, в Одессе война и ситуация намного хуже, чем в Мариуполе. И поэтому, то есть им внушают, что у вас еще нормально, у вас началось восстановление города, у вас скоро будет вода, электричество, курортный город. А в Запорожье, в Киеве нищета, разруха, голод. Вот. Но этого нет. Вот я сейчас в Киеве, мне друг предоставил квартиру на ночь, я смотрю в окно с самого утра, не спящие вот эти люди выгуливают собачек, детки уже там где-то бегают. То есть страна живет, страна воюет, но она живет. А Мариуполь, к сожалению, умирает каждый день. Ось наконт того, як ситуація у Маріуполі, було повідомлення, що російські окупанти зносять доми, які пошкоджені, і зносять їх так, аби не розбирати завали, не знаходити тіли забитих людей, і потім якби це все йде на смітницю, все гэты обломки гэтых домов. Ці можете вы подтвердить эту информацию и рассказать больше падрабязна менавіта про гэты аспект того, что город амаль разбураны цалком? Вы знаете, да, эта ситуация ужасающая. Помимо того, что они приняли решение не тратить человеческий и технический ресурс на разборы завалов, действительно, для них легче снести дом, вывести это все, к сожалению, с останками наших мирных жителей, наших земляков. Помимо этого, вот то, что я знаю, да, людей выселяют даже из целых домов. То есть вот на Черемушках, прочитал где-то в интернете, на Черемушках женщина написала, у них целый дом, ну как целый? Целый дом там это если у тебя окон нету, стекол нету, ничего нету, но стены целые. Их выселяют оттуда якобы потому, что будет реновация всего района и сносить будут вообще все. То есть даже целые дома. Это не сильно ясно, я пока не могу понять почему. Что касается вот то, что я знаю точно, да, тот дом, где я жил, мы держим руку на пульсе, что происходит с домом. Из-за попаданий снарядов разбило крышу, дом протекал. Соседи, которые еще надеются вернуться туда, там после оккупации города, они начали думать, как ремонтировать это все дистанционно. И послали туда там своих знакомых, чтобы они посмотрели, что там. Так вот, из дома выносят все. Дом стоит напротив военной части, в центре города. Это часть 3057, которую утюжили с 13 марта самолетами, артиллерией, кораблями, потом уже всем, чем только можно. Так вот, дом стоит прямо напротив этой воинской части. Я в окно видел тренировки служебных собак. Это было очень ярко, да. Так вот, из этого дома, который находится возле военных, русских, непогрешимых,
Из этого дома вывозят все сейчас. Вывозят мебель, сантехнику, все, что только можно. Вывозят на больших машинах с буквами Z. То есть это узаконено, это санкционировано, и никого это не смущает в принципе. То есть тут страшно еще и то, что я не понимаю вообще, что они думают делать с жилым фондом. То есть те люди, которые выжили там, те люди, которые не могут выехать пока по миллион причин. Вот. А им скоро будет негде жить. И я думаю, что их могут либо заставить жить в России, либо согнать в какие-то компактные районы, да, и делать там картинку, что вот мы поселили людей. А что будет с остальным городом, непонятно вообще, потому что инфраструктура ремонтируется очень выборочно. Вчера где-то запустили газ, вместо газа у людей из труб пошла вода. Ну, то есть там все вот так, это черти что, и очень жалко людей, потому что лето закончится очень быстро, настанут осенние вот эти вот морские промозглые дни. Там даже если температура будет +7, то при морском ветре это ощущается как -5. И без отопления в домах, без электричества люди там выжить не смогут. Ну, вы рассказываете эту картину, я сейчас сижу, представляю, в принципе, уже не первый раз, и мы с вами разговариваем, и другие спикеры из Мариуполя. Действительно, все идет к тому, что даже те люди, которые там сейчас остались, возможно, рассчитывали на то, что, ну, как-то ситуация изменится в лучшую сторону, но вот понятно, что в ближайшие месяцы это очень сложный вопрос, и я думаю, что какая-то часть людей действительно будет принимать решение покидать Мариуполь, ну и понятно, что там направление одно российское будет. Вот про девочек вы сказали, которые ваши студентки сейчас в Москве, да, и знаете, интересный момент, опять же, в продолжение вот этой мысли своей. Вы говорите, родители поддержали российскую сторону, у них девочки остались патриотками страны. Ну, это, я так понимаю, примерно 20 лет. То есть родители это где-то в возрасте там 45-50, ну, где-то максимум, да, то есть такие поколения вот тех, кто вырастал в 90-х. Как так получается, что вот эти люди, которые, в общем-то, жили в Мариуполе всю жизнь, да, сами попали под российские ракеты. То есть нельзя их назвать жертвами пропаганды. Они жители Мариуполя, на которых падали эти российские ракеты, и вот они выезжают в Россию и поддерживают этот режим. Вы знаете, как раз это и есть жертвы пропаганды на самом-то деле, да, причем жертвы, ну, самые сильные жертвы, ну, самые большие жертвы пропаганды. Почему? Потому что если ты поверил русским, которые дали тебе очень простой путь для объяснения всего, что было, да, ты поверил в эту пропаганду, при этом видя все, что было, и ты схватился за вот этот легкий путь, что бомбили не русские, что русские братья, и ты просто переключил мозг, что ты как раз и есть жертва пропаганды, потому что это вот те люди, которые пошли по пути наименьшего сопротивления на самом-то деле, да, они полностью приняли стокгольмский синдром, то есть они пожалели своего насильника, они поняли, что насильник-то и не сильно плох на самом-то деле, да, то есть тебя изнасиловали, но тебе что-то дали, за это ты думаешь, окей, пусть так и будет. Это, видимо, то поколение, хотя это вот мое поколение тоже, я тоже рос в 90-е годы, да, если бы мы с женой родили ребенка немножечко раньше, то вот он бы у меня уже тоже был моим бы, наверное, студентом. Так вот, здесь очень важно, видимо, то, как они воспринимали настроение своих пап, мам, которые безумно любят СССР, да, то есть вот все поколение, которое там старше 60, большинство, они ностальгируют по временам СССР, когда все должны быть одинаково бедными, да, вот. И в Мариуполе сейчас именно то же самое и делается. В России сейчас происходит ровно то же самое, то есть из-за экономических санкций, из-за стагнации все сейчас будут одинаково бедными. Вот. Им так легче жить. Это вот путь наименьшего сопротивления. Когда ты ничего не можешь достичь в этой жизни, но тебе спокойнее, что соседи такие же самые. Никто не достиг ничего. Поэтому это вот те люди, которые пошли по пути наименьшего сопротивления, а их дети – это те, кто научился думать, те, кто ищет альтернативные источники получения информации, и, несмотря ни на что, знает, что он вылезет оттуда, и он будет жить лучше.
Скажите, они вам не рассказывают, ваши девочки, эти студентки, есть у них конфликт с родителями, и были ли какие-то проблемы, сталкивались ли они с такими проблемами? Ну, вы говорите, что, допустим, одна девочка записывала стендап по-украински, да, на фоне там Государственного университета Московского. То есть вот как, есть ли у них проблемы в жизни? Вы знаете, у них вот этот юношеский максимализм, нигилизм, да, то есть они пытаются даже где-то показательно показать, простите уже за тавтологию, что они против этого всего. Конфликтов дома, я так понимаю, нет. То есть, насколько я понимаю, вот такие семьи, они мудро пришли к такому вот выводу, да, они нажали на паузу, все, они не обсуждают это дома между собой, потому что это конфликт будет явно. Вот. Что касается, как к ним относятся люди, девочка, которая в Москве, она абсолютно с гордостью, вот с такой, знаете, боевой прямо. Она говорит, я хожу по улицам Москвы, записываю своим друзьям с Украины голосовые сообщения державной мовой и делаю это показательно, демонстративно. К ней никто ничего не предъявляет вообще. Вы знаете, вот мне кажется, что здесь чаши весов могут очень быстро поменяться. То есть Россия начала использовать вот эти вот месседжи, имперские месседжи, да, что они это высшая нация, империя. И вот мне кажется, это их же сейчас и бьет, потому что подсознательно они понимают, что украинцы более свободолюбивые, более гордые люди. И вот Россия, как та страна, которая, ну, она, к сожалению, там, в силу истории, она привыкла быть под кем-то, да, они вот привыкли, что кто-то над ними. И вот сейчас они могут столкнуться с тем, что они боятся украинцев как огня. То есть они боятся лететь в Турцию и Египет, зная, что там наши, да, что они могут просто получить по лицу, к сожалению, за то, что они из России. Да. И то же самое даже с нашими людьми в России там. Они понимают, что если девочка не боится записывать такое, то у девочки очень жесткий стержень, и девочка тоже может за себя постоять. Поэтому мне кажется, что вот все меняется по чуть-чуть, и что даже в самой России скоро украинская речь будет восприниматься как что-то, с чем лучше не спорить ни в коем разе. Ну, Николай, вы не думаете, буквально коротко попрошу ответить, вы не думаете, что, может быть, это как раз-таки свидетельство того, что российская пропаганда лжет, когда говорит о том, что максимальное количество россиян поддерживает войну, а на самом деле, может быть, как раз-таки это показатель того, что у россиян в массе своей нет какого-то негатива и агрессии к украинцам, и тем самым вот девочка абсолютно спокойно может говорить на украинском языке в Москве, и никто даже не то, что там не нападает на нее, а и не говорит-то даже ничего. Вы знаете, я думаю, что в большинстве своем русские — это, к сожалению, вот те же самые люди, которых я упоминал. Это пассионарии, которые пошли по пути наименьшего сопротивления. Они понимают, что это все плохо, они понимают, что это все жутко, но у них не хватает смелости, не хватает яиц, можно так сказать, нет? Ну, вот... Можете это потом вырезать, да? Но вот мы с вами в прямом эфире, кстати говоря, так вот, напомню на секундочку. Отлично. Так вот, на самом деле, как только они увидят, что свободолюбивые люди живут лучше, чем рабы, тогда я надеюсь, что, может быть, это будет. И плюс мы же должны понимать, что вот эти вот все ярые ненавистники украинцев, Украины, это вот как раз люди постарше. Те люди, которым очень удобно мечтать о back in USSR, да, и лелеять надежду, что не то, что они станут жить лучше, а кто-то станет жить так же плохо, как и эти люди. Да? То есть для них вот это вот цель. А для нас цель, ну, не трогайте нас, оставьте нас в покое, живите в своем болоте сами, думайте, что вы империя, думайте, что вы мега-вау, только не трогайте нас. Но раз уж вы зашли к нам, то будьте любезны, получите. И я очень надеюсь, что... украинская речь будет доминирующей рано или поздно. Дякую, великий. Спасибо большое, Николай. Достаточно у нас с вами сегодня интересный разговор получился. Он всегда интересный разговор, но сегодня вот в таком немножко ином даже ключе. Будем надеяться, что ваши девочки, с ними все будет и дальше хорошо, и вернутся они в Украину, и вот эта вот новая волна независимой украинской журналистики будет и дальше
развиваться и процветать, потому что, ну, действительно, если есть такие молодые девчонки, которые не боятся, находясь в стране, что уж там, давайте называть своими словами, все в стране врага, говорить на своем языке, делать это сознательно, демонстративно, значит, действительно, есть будущее у украинской журналистики, по крайней мере. Ну, уже 9 утра на часах в Киеве, Минске, Москве. І зараз випуск новин, короткий огляд новин. В Беларуси вдоль украинской границы стоят российские военные. На их вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь-С-1», зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке. Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке нет. Губернатор Курской области России Роман Старовойт сцвярджае, што украінцы абстралялі населены пункт Цёткіна, які знаходзіцца каля мяжы. Паводле Старовойта удары наносілі па мосце і па мясцовых прадпрыемствах. Інфармацыя пра пацярпелых і пра пашкоджанні удакладняецца. Швеция предоставит Украине противопехотные снайперские винтовки и боеприпасы к ним, а также противокорабельную ракетную систему и дополнительно 5000 шведских безоткатных противотанковых пушек АТ-4. С начала войны страна уже предоставила 10 тысяч таких пушек Украине. Швеция также намерена внести больше $6 миллионов в созданный НАТО фонд для поддержания украинских вооруженных сил. Больш за 77% галасоў аддалі грамадзяне Казахстану за змяненне Канстытуцыі, а яўка на галасаванне склала больш за 68%. Цэнтр выбаркам Казахстану назваў папярэднія вынікі канстытуцыйнага рэферэндуму. Усяго у Канстытуцыю прапанавана 56 паправак. Яны закранаюць траціну ўсіх артыкулаў. Між іншага, праект Канстытуцыі прадугледжвае забарону на смяротнае пакаранне, перадача зямлі і прыродных рэсурсаў ва ўласнасць народу, а не дзяржавы, як раней, ды скарачэнне паўнамоцтваў прэзідэнта. У выніку Казахстан павінен ператварыцца з прэзідэнцкай рэспублікі ў прэзідэнцка-парламенцкую. Глава МИД России Сергей Лавров был вынужден отменить двухдневный визит в Белград после того, как Черногория, Болгария и Северная Македония отказались пропустить его самолет через свое воздушное пространство. Визит в Сербию для проведения переговоров был запланирован на 6 и 7 июня. Президент Сербии Александр Вучич запланировал на сегодняшний вечер обращение к нации из-за инцидента с самолетом Лаврова. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі напярэдадні наведаў Данецкую і Луганскія вобласці, і там працягваюцца жорсткія баі за тэрыторыю. І ў сваім начным звароце, запісаным у цягніку, Зеленскі заявіў, што быў у Лісічанску і ў Салядарах. Акрамя гэтага, ён быў у Запорожскай вобласці, якая на 60% акупаваная, і што ён там рабіў, давайце паслухаем яго. Бажаю здоров'я, шановні українці. Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Сегодня у меня ночное обращение, поэтому я коротко. Много работы было, бесконечные сутки. Был в Запорожье и Запорожской области, поддержал наших военных, наградил лучших, заслушал доклад, был на позициях, провел встречи с главой областной государственной администрации, с местным управлением полиции, службой безопасности, а также с мэрами временно оккупированных городов. Встретился с мариупольцами, которым удалось выехать из города живыми и с детьми. Тут их встретила Хортица. По-человечески и тепло. Условия временные, но неплохие. Понял их сложные вопросы и думаю, что мы их решим. У каждой семьи своя история. Большинство были без мужчин. У кого-то мужчина пошел воевать, у кого-то в плену, а у кого-то, к сожалению, погиб. Просто трагедия. Вы знаете, ни дома, ни близкого человека, но нужно жить и растить детей. Реальные герои, они среди нас. После этого поехал с главой офиса на восток. Были в Лисичанске, были в Солидаре. Я горжусь каждым и каждой, кого я там встретил. Кому-то пожал руку, с кем-то разговаривал, кого-то поддержал. Кое-что мы привезли для военных. Я не буду подробно об этом рассказывать. И кое-что мы привезли от них вам. Это важно. Мы принесли вам уверенность и силу. Я желаю им здоровья, их родителям низкий поклон. Всем нам победы. Слава Украине! Спадарства, вось ёсць такая навіна пазітыўная, наколькі гэта магчыма ў сённяшніх умовах. У небе над Палтаўскай вобласцю збройныя сілы Украіны збілі расійскую ракету. Это менавіта сёння прыйшла такая навіна.
Еще раз, наверное, напомню, что сегодня как раз-таки в Украине день журналистики, и у нас сегодня в основном все наши спикеры — это так или иначе люди, которые имеют отношение к журналистике. Это либо журналисты, либо другие сотрудники средств массовой информации, либо правозащитники будут, которые занимаются вопросами свободы слова. И сейчас с нами на связи Олег Решетняк, украинский журналист, находится в Николаеве. Давайте поговорим с ним и узнаем подробности из этого города. Олег, вітаем ты ў эфіры. І вось вядома, што яшчэ учора тушылі пажар у Николаеве, выкліканы расійскімі якраз такі абстрэламі ракетнымі. Якая сітуацыя ў горадзе на гэты момант? Ці бяспечна там, ці ёсць нейкая рызыка новых паўторных абстрэлаў? Доброго ранку, колеги. Насправді ви сказали про те, що сьогодні День журналістики. Я лише тоді згадав, що сьогодні 6 червня. Радий вас бачити. Насправді ситуація в Миколаєві все ще продовжується залишатися дещо складною. Так, дійсно триває тушіння пожежі, але ми розуміємо, що Миколаїв став таким собі щитом Одеси, тому що вже далі Херсон та російські окупаційні війська, але наразі триває оборона. Більше того, постійно українські військові поступово звільнюють Херсонську область, Миколаївську область. Ось, до речі, сьогодні поїдемо дивитися, що ж там залишають по собі росіяни. Ну вось менавіта атрымліваецца, што Николаев яшчэ тушыць гэты пажар. Аб чым папярэджваюць прадстаўнікі дзяржаўнай службы надзвычайных сітуацыяў жыхароў? Ну, взагалі, жителів місцевих, як і по всій Україні, попереджають не лізти куди не треба, бути дуже обережним, не ходити по зеленці, тому що дуже багато замінованих об'єктів, особливо і це стосується про околиці міста Миколаїв. Також дослухатися до повітряних тривог, а вони тут дуже, прям дуже часто. Протягом ночі, наприклад, цієї там було, здається, 2 чи 3 повітряні тривоги. Якщо говорити загалом про життя у Миколаєві, то, звичайно, воно не нагадує мирний час. Людей дуже мало, дуже велика кількість блокпостів, посилені заходи безпеки. Втім, так чи інакше, не дивлячись на те, що людей тут мало, місто, знаєте, пізнати можна. Працюють небагато кафешок, але працюють, продукти споживання є, проблем з водою немає. Влада усіляко намагається підтримувати життєвий баланс. Це і необхідний для того, щоб місто існувало. Ну, мы ведаем, што вось у выніку гэтых абстрэлаў ракетных загарэліся склады з зернавым шротам. Вось. І гэта ўжо не першы выпадак, калі расейцы абстрэльваюць інфраструктурныя аб'екты, звязаныя са збожжам, з пастаўкамі харчоў, зерня. Перадусім, вось мы сёння злучаліся таксама з нашым карэспандэнтам у Кіеве Александром Мікруковым, які распавёў, як ситуация выглядае на украінскай чыгунцы. Ну, мы ведаем, што Николаев у гэтым сэнсе вельмі важны горад, таму што праз яго таксама адбываліся, раней прынамсі, адбываліся пастаўкі збожжа. Ну, як гэта вайна, адкрытая фаза расійскай вайны змяніла гаспадарку, эканоміку горада? Ну, ви розумієте, от, наприклад, оці так самопроголошені оці керівники міст, які там знаходяться по ту сторону річки, якщо можна так сказати, вони кажуть про те, що вони хочуть захопити там Очаків, це портове місто, і вони взагалі думають про усе узбережжя для того, щоб Україну взагалі лишити цього доступу до моря. Втім, я ж ще раз повторююсь, українські збройні сили та влада усіляко цьому запобігає. Я думаю, що буде і надалі запобігати. А якщо говорити про те, що росіяни обстрілюють не стратегічні об'єкти, а взагалі об'єкти критичної інфраструктури, цивільні, такі як склад зерна, наприклад, так, який ще палає. Немає поки що актуальної інформації свіжої, такої, щоб можна було поділитися і розказати про неї. Втім, я знаю точно, що вчора ще ввечері пожежники намагалися потушити цей склад зерна. Це важливо показувати, розповідати чому, тому що росіяни
реально просто створюють дефіцит, штучно створюють дефіцит зерна у світі. Розумієте, Україна така країна, що тут з голоду точно ніхто не помре, якщо це просто неможливо. Велика кількість продовольчих товарів і їжі на себе вистачить. Але ви бачите, як виявилося, що без України дуже важко світові справлятися без цих поставок зерна, які зараз, сьогодні Росія усіляко обмежує. І це реальна проблема для усього світу. Я точно знаю, ми всі бачимо, що українська влада намагається вирішити це питання разом із європейськими та світовими партнерами. Я повторююсь, Миколаїв – це дуже важливий регіон і дуже важливе місто саме для оборони узбережжя українського Чорного моря, так? Аж до Одеси, тому що росіяни, напевно, думали, що Миколаїв паде дуже швидко, але ні. Ми бачимо, як героїчно тут його обороняли і вже наразі просто відтискають супротивників до себе додому. Напевно, що рано чи пізно їх витиснуть навіть із Криму. Дякую велике. З нами на сувязі з Ніколаєва був кореспондент Олег Решетняк. Калі ласка, будь у парадку, будь у бяспецы. Для нас вельмі важна, каб наши коллеги як мага менш цярпелі падчас гэтай вайны, ну і таксама, каб выходзілі на сувязь. А вось што датычыцца навінаў, звязаных з пастаўкамі збожжа, так, ёсць такая навіна, што расійская газета «Известия», это дзяржаўная газета, она апублікавала такую схему, што нібыта Москва узгадніла з Анкарой, то бок расійскія ўлады з турэцкімі ўладамі узгаднілі папярэднюю схему выхада украінскіх караблёў са збожжам з Адэсы. У тэрытарыяльных водах будуць турэцкія вайскоўцы займацца размінаваннем. Не только с турецкой стороной, с Киевом, как утверждает источник «Известий», который... «Известия» утверждает, что это осведомленный источник им сообщил. Соответственно, схема выглядит так, что, значит, российская сторона согласовала и с Киевом, и с Анкарой. Но только для Одессы, как ты сказал. Так, да. Будем шчырымі. Расійскія дзяржаўныя СМІ гэта не тая крыніца, якая адказвае перад сваімі чытачамі, яна адказвае перад сваімі ўласнікамі, якія сядзяць у Крамлі, таму вельмі асцярожна трэба ставіцца да гэтых схем. Поглядим. Тут да, именно. Тут же вопрос в том, отработает ли эта схема в действительности или нет, я думаю. Прежде всего, это важно, смогут ли вывести зерно, потому что, напомним, да, что мы сейчас стоим, я имею в виду уже весь мир практически на пороге вот этого гуманитарного кризиса, потому что он еще 2 недели назад заявлял, что запасов зерна хватает на 10 недель, соответственно, вот уже на 8 недель, и так как Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна, большей частью в страны Африки, то сейчас вопрос стоит о том, что нужно очень срочно решать этот зерновой вопрос для того, чтобы... И мы будем трымаць вас у курсе, як это все развивается, и не только со спасылкой на анонимные крыніцы расійскіх дзяржаўных медыяў, але будем распавядаць, як ёсць. В результате обстрела российской армии в Светогорске Донецкой области до основания сгорел православный скит. Он был частью Святогорской лавры, которая представляет архитектурную и культурную ценность Украины. При этом принадлежал скит Московскому патриархату. Почему путинская армия уже который день пытается уничтожить святыню? Зачем оккупанты громят церкви и убивают монахов, культивируя при этом якобы традиционные христианские ценности? Разбиралась Надежда Бельская. Святогорск, Донецкая область Украины. На видео остатки православного скита Святогорской лавры, самого большого деревянного храма в Украине. Он сгорел дотла в результате вчерашних обстрелов российской армии, утверждает украинская сторона. Он загорелся впоследствии российского артиллерийского обстрела, уже далеко не первого удара по лавре. Скит считался самым необычным культурным сооружением Святогорска и представлял собой архитектурную и культурную ценность. За уничтожение таких объектов в Украине предусмотрена уголовная ответственность. Он отличался тем, что он был в формах российского деревянного зодчества. Он не имел ничего общего с классическими украинскими формами, поэтому сама такая схема конструкции давала возможность строить его выше, чем обычно строили на левобережной Украине. Скит построили в 2003 году на месте храма взорванного
взорванного большевиками после Второй мировой войны. Спустя почти 20 лет его судьба фактически повторилась. Мені було цікаво, що скажуть Мне было интересно, что скажут российские пропагандисты про уничтожение скита, но на самом деле ничего интересного. Они слишком предсказуемы, обвиняют украинцев в поджоге. Хотя монахи и миряне в Светогорске прекрасно видели, что это была российская артиллерия. Почему Россия претендует на свою невиновность? Дело в том, что Святогорская лавра принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата. При этом данная конфессия независима от России. Это подтверждается документом от 1990 года, когда украинский экзархат Русской православной церкви получил грамоту патриарха Алексия о независимости и самостоятельности в управлении. Современная же верхушка в лице патриарха Кирилла с подобными решениями не считается, говорит служитель собора Святой Софии в Киеве, ректор Открытого православного университета Святой Софии Премудрости Георгий Коваленко. Более того, говорит священник, российское управление надеется, что сможет уничтожить любую независимость, в том числе религиозную. Уничтоженные храмы Московского патриархата – это абсолютно не проблема для российской армии, потому что, насколько мы понимаем, особой-то религиозности у россиян-то и нету. И православие – это скорее такая идеологическая подпорка режима. И, знаете, в форму священников они могут переодевать сколько угодно много разных офицеров, разных служб. И этим занимаются много лет. Информации о пострадавших пока нет, но известно, что Святогорскую лавру российские оккупанты обстреливают уже несколько дней. На ее территории укрываются 300 человек, в том числе 60 детей, следует из обращения Владимира Зеленского. Вчера там простились с 4 монахами, которые погибли под обстрелом 1 июня. 3 на месте, 1 в больнице. Под вражеским огнем территория монастыря оказалась не просто так, считает Георгий Коваленко. Это не просто случайное попадание в скит. Я думаю, что они борются как бы за эту высоту. Бои там сейчас где-то на окраинах уже Светогорска. Это по прямой недалеко и от Славянска, к которому они идут двумя сторонами. И это одна из высот. И поэтому им важно занять ключевую высоту. А то, что там монастырь, их абсолютно не останавливает. С начала войны в Украине от путинской армии пострадали или были уничтожены 113 церквей. Надежда Бельская, Белсат. Белсат у своих рэпартажах паказваў у тым ліку і Светагорск, і гэта, скажу, такі горад, у якім было даволі шмат турыстаў, якія прыязджалі менавіта паглядзець на гэтыя святыні. І вось, калі пачалося это уже паўнамасштабнае ўварванне, ну, цяпер зусім трагічна все выглядае. Ну, к сожалению, да, уже была озвучена цифра, сейчас точно не помню, там более 300, по-моему, 330 точно разрушено памятников различных архитектурных и культурных памятников в Украине. Также говорят о том, что вывозят постоянно ценности, просто воруют картины, изделия там, из золота, скифов и так далее. Ну, собственно, что движет российскими солдатами, когда они уничтожают памятники культуры и сжигают храмы? Будут ли украинцы теперь молиться за патриарха Кирилла? И какое будущее ждет православную церковь в Украине? Об этом мы поговорили с ректором Открытого православного университета Украины Георгием Коваленко. Москвичи, или как мы их называем, москали, да, они уже как бы уничтожали эту лавру. Да, то есть они ее уже закрывали. Потом открыли снова. Точно так же и сейчас. Они совершенно спокойно... То есть люди не являются ценностью. Да? Культурные ценности не являются ценностью. Памятники истории архитектуры не являются ценностью. Более того, ну, мы же понимаем, что речь идет о геноциде, да? Геноциде украинского народа, а геноцид включает в себя уничтожение культуры, уничтожение исторических памятников, переписывание истории, уничтожение музеев, варварство такое. Это никакого отношения к христианству не имеет, потому что мне кажется, что в том виде, в котором существует сейчас русское православие, это идеологический конструкт, который под видом религии, в общем-то, занимается идеологией. То есть занимается поддержкой и оправданием действий современного режима российского. Ну а современный российский режим опирается на какие-то глубинные чаяния и русского народа. К сожалению, мне кажется, что
это не просто сошедший с ума, так сказать, диктатор, это в том числе и огромное количество россиян, которые поддерживают эту войну, и об этом говорит социология. Ну и отсутствие, скажем так, общения между украинцами и россиянами, отсутствие особых протестов, да, они есть, я не говорю, что их нету, но, к сожалению, это все-таки где-то на маргинесе. И в этом смысле, безусловно, это проблема всего народа, этой империи, которая пытается вновь возродиться, на этот раз за счет Украины. Москва не признает Украинскую православную церковь Московского патриархата независимой. Она считает, что все осталось как и было. Более того, так сказать, я так понимаю, что они надеются на то, что куда будет приходить российская армия, никакой независимости ни политической, ни религиозной и речи быть не может. В этом смысле, скажем так, уничтоженные храмы Московского патриархата – это абсолютно не проблема для российской армии, потому что, насколько мы понимаем, особой-то религиозности у россиян-то и нету. И православие – это скорее такая идеологическая подпорка режима. И, знаете, в форму священников они могут переодевать сколько угодно много разных офицеров, разных служб. И этим занимаются много лет. И в этом смысле московский патриархат и в Украине, и по всему миру – это такая soft power, да, мягкая сила русского мира, российской пропаганды. Большинство однозначно высказывалось и высказывается за полный разрыв с московским патриархатом. Но, скажем так, они в силу ряда причин не хотят сразу же как бы присоединяться к православной церкви Украины. Но 30 лет разделения тоже дают о себе знать. И как бы пропаганда, и определенное, так сказать, непринятие друг друга, это все за 30 лет этого всего накопилось, поэтому ищутся обходные пути. Спадарства з Украины мы пераносимся ў Беларусь, а конкретно ў Менск, тому что сёння у Менскім суде адбываецца Менскі абласны суд, адбываецца закрытае паседжанне судовае над нашымі калегамі з інфармацыйнай агенцыі Белапан. І спадарства, памятаем, гэта найстарэйшая беларуская незалежная інфармацыйная агенцыя, якая заснаваная Алесем Ліпаем. І вось нашыя калегі цяпер за кратамі. Я нагадаю спадарству, што справа адносна журналіста Андрэя Александрова і ягонай сяброўкі Ірыны Злобінай, а таксама галоўнага рэдактара і дырэктара Белапан Ірыны Леўшыной і былога дырэктара агенцтва Дмітрия Новажылава было скіравана ў суд у красавіку. І пра гэта мы паразмаўляем сёння з Йоаннай Шыманскай, ініцыятаркай кампаніі Article 19. Article 19 – гэта брытанская праваабарончая арганізацыя, якая скіраваная на абарону свабоды слова и свободы информации. Йоанна, добрый день. Добрый день. Ну, такой вопрос. Есть ли вообще у мира хоть какая-то информация о том, как судят наших коллег из Белопана, как их сегодня будут судить? Да, есть. Мы вместе с нашими коллегами из организации тоже британской Index on Censorship, которая тоже занимается свободой слова, мы уже много месяцев делаем, что возможно, чтобы про это дело не забывали, так как особенно Андрей Александров, он работал и в нашей организации, и вот в этой второй организации, когда жил в Лондоне. И, конечно, для нас очень важно, чтобы не забывать не только про него, хотя мы сосредотачиваемся на его кейсе, на его ситуации, но тоже пытаемся напоминать
миру, Европе о других делах, о других журналистах. К сожалению, сейчас ситуация стала сложнее, так как фокус изменился. Понятно, что война в Украине сделала то, что сложнее сейчас добиваться внимания у западных СМИ относительно дел против журналистов в Беларуси. Но мы продолжаем работать, мы продолжаем писать об этом, связываться с журналистами и не только, тоже с международными организациями, чтобы Беларусь и ситуация со свободой слова была постоянно на повестке. Ну, я напомню, что Андрея Александрова и Ирину Злобину обвиняют в подготовке так это называется, участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. А конкретно это была оплата штрафов и услуг адвокатов задержанным в ходе акции 2020 года. Вот. Также Андрей Александров, Ирина Левшина и Дмитрий Новожилов обвиняются в создании экстремистского формирования и руководстве им, что якобы из журналистов агентства «Белопан» было создано экстремистское формирование. Ну, вот вы знакомы с этой ситуацией. Такой вопрос, насколько это выглядит правдоподобным, в принципе, подобные обвинения журналистам, которые, ну, как мы знаем, очень высокого профессионального уровня всегда придерживались. Я еще добавлю, что Андрей Александров, его еще обвиняют в государственной измене, что может привлечь 15 лет лишения свободы. И это, конечно, очень много и риск очень большой, что он получит действительно очень длительный срок. Конечно, эти обвинения, это все не имеет никакого отношения к действительности. Эти журналисты, они всегда были, это профессионалы, они занимались своей работой, помогали другим жертвам нарушений прав человека, помогали платить штрафы, и просто их привлекают за то, что они не боялись придерживаться стандартам, придерживаться журналистским стандартам и не боялись защищать права человека. И это единственное, что они сделали. Там ничего другого нет. Но вот то, что сейчас этот суд, он начнется в закрытом режиме, то, что нельзя будет вообще узнать, как их судят, что им, как сформулировано обвинение, это нарушение свободы слова, свободы информации. Насколько это нарушение, на ваш взгляд? Это величайшее нарушение и доступа к суду, и доступа к информации, потому что мы даже, не говоря о них там на скамье подсудимых, но мы же имеем право знать, как заседание проходит, что там происходит, а, к сожалению, такой возможности ни у кого не будет, и мы действительно не знаем, что там в этом суде будет происходить. Это так не может быть, это ни в какие стандарты международные по правам человека не входит, и, конечно, это очень большое нарушение прав. Ну вот последний у меня вопрос к вам. Что можно сделать нам, журналистам стран соседних с Беларусью, правозащитникам? Что в этой ситуации, какие инструменты действия у нас в принципе остаются, чтобы помочь нашим коллегам выйти на свободу?
Прежде всего, не переставать об этом говорить, об этом освещать эту ситуацию, потому что мне кажется, что режим как раз рассчитывает на то, что прошло уже много времени, что есть сейчас другие вопросы, есть война, и фокус меняется, так что они рассчитывают на то, что про это не будет много говориться. А надо об этом говорить, писать статьи, делать сюжеты как можно больше и, конечно, продолжать давление тоже на международные организации, чтобы напоминать об этой ситуации, чтобы она постоянно была на повестке, чтобы не забывалась ситуация с правами человека в Беларуси даже на фоне сегодняшней войны в Украине. И тоже важно для наших коллег вот за решеткой писать им письма, хотя я знаю, что многие письма не доходят. Я знаю, что мои за последнее время точно не доходят. Но тем более не сдаваться и это делать, чтобы то, что доходит до них, чтобы даже если только частично, чтобы они видели, что мы про них не забыли и что мы продолжаем бороться за то, чтобы они вышли на свободу. Так і будзе. Дзякуй вам вялікі за падтрымку нашых калегаў. З намі на сувязі была Йоанна Шыманская, прадстаўніца міжнароднай арганізацыі праваабарончай «Артикль-19», арганізацыі, якая займаецца якраз таки свабодай слова, свабодай інфармацыі. Но мы возвращаемся в Украину. С каждым днем мир узнает о новых героях войны среди обычных украинцев. Безоружные люди выходили на российские колонны, останавливали разрушительное шествие войск. Наш корреспондент Андрей Яковин расскажет о женщине, которая спасла 4 села в Киевской области и лично вела переговоры с дагестанцами. Героизм украинца может проявляться по-разному. Кто-то с оружием в руках защищает свою землю, а кто-то хитростью и дерзостью. Сегодняшняя наша история о старости села Феневичи, что в Киевской области, которая поставила на место дагестанского командира российских оккупантов. Она ходила туда, где стоял тот начальник. Она поселок сохранила. Благодаря ей мы все здоровые. Если я видел или старости говорил, так она шла к этому Шамилю, и они сами пресекали. Буряты и девочек искали. Благодаря нашему руководству, Галине Ивановне. Как она договаривалась, что она говорила, как она их выпросила. Я не знаю, но село выстояло. Война пришла в Феневичи 28 февраля 2022 года. Точнее, приехала. На танках и БТРах, с солдатами на броне, с оружием в руках и с целью уничтожения украинского народа. Это видео снято в первые дни вторжения. Колонны российских солдат, которые вторглись в Украину со стороны Беларуси через Чернобыльскую зону, проезжают через село Феневичи на Киев. Може тако заховатися 21. Точно. Воно його бані, щоб не видно, бо вони ж падли дивиться. Часть колонны остановилась в селе. С трассы они обстреливали дома местных людей. Тарас Довбуш, местный житель и активист, пережил в селе всю оккупацию. Рассказывает, они со старостой села впервые столкнулись лицом к лицу с российскими войсками возле сгоревшего дома его родственников. Мы с Галиной Ивановной стояли вот на этой улице. Там вот ива слева. Напротив моего кума дом сгоревший, и россияне едут. Она, куда вы идете? Их там человек 8 шло, 2 снайпера и остальные с автоматами. Идем искать власть. Она, я как бы здесь староста. О, старейшина, старейшина. После смелого разговора оккупанты поняли, что имеют дело с украинкой, которая не пойдет на уступки, даже человеку с оружием. За дерзость ее могли расстрелять, и не раз. Но она продолжала выполнять функции главы села, находясь под прицелом оккупантов. Это Галина Казаченко, та самая староста села, которая дала отпор оккупантам. Она безоружная вышла встречать российских солдат, которые разгромили дом ее дочери. Це ось що залишилось від нашої хати. Будь вони трижди прокляті.
Мы встретились с Галиной Ивановной в центре села Феневичи, что в 60 километрах от Киева. Женщина обращает внимание, сейчас практически на каждом доме висит украинский флаг. На стене в ее кабинете символический желто-синий. Этот флаг провисел над сельсоветом всю оккупацию. Это частичка меня. Он со мной пережил то, что мы... Я написала «оккупация». Мы действительно были оккупированы, и надежда была только на себя. Нікуди. І була надія тільки на себе. Галина Казаченко – глава 4 сел. Она, стесняясь, вспоминает свои действия во время оккупации, ведь то, что удалось ей, казалось чем-то нереальным. Галина уговорила командира оккупантов похоронить людей, которых они же расстреляли на трассе. Вони попали в колону, їх розстріляли. Они попали в колонну, их расстреляли. Машина загорелась. Они лежали возле той машины 3 недели. Я их попросила, можно ли их похоронить. Ответ сначала был нет. Но потом, я не знаю что я им сказала, но они разрешили. Но вони дозволили. 1 апреля оккупанты поспешно покинули село, забрали свою технику и украинский флаг, а оставили по себе злость, ненависть и разруху. Местные говорят, разрушения могли быть более глобальными, но староста, как говорится, все порешала. С 1500 домов 40 разрушены. Андрей Яковин, Белсат, Феневичи, Украина. А ми працягнем распавядаць, абмяркоўваць тое, як жывуць людзі, украінцы пад акупацыяй расейцаў. І з намі зараз на сувязі Сергей Хлань, депутат Херсонскага областного совету. Сергей, добрый день. Добрый день. Доброе утро из Украины. Херсонщина – это Украина. Слава Украине. Героям слава. Ну вот у нас, к сожалению, есть... Из последних новостей о ситуации в Херсоне есть такая новость трагичная, потому что стало известно ранее, что в оккупированном Херсоне российский военный на внедорожнике Toyota Land Cruiser устроил масштабное ДТП, и там есть информация о двоих погибших. О двоих погибших, да, и что потом этот военный быстро убежал на машине с другими оккупантами. Вот, может, у вас есть какое-то обновление информации насчет этого инцидента? Ну, действительно, вчера произошло ДТП. Военный Российской Федерации на машине влетел в толпу людей, и действительно есть там пострадавшие. Пока есть это вся информация, которая есть на сегодня. Ну, оккупанты ведут себя так. Они на оккупированной территории, на моей родной Херсонщине, ведут себя абсолютно, знаете, беспринципно, и это происходит, вот и авария подтверждения, и недавно, вот вчера, ну не недавно, а вчера как раз оцепили один из районов города и искали 3 молодых ребят, которые шли вечером, значит, до комендантского часа. Их остановили российские бойцы, начали там к ним цепляться. В итоге там, а какие вы сильные и так далее. Ребята оказались спортсменами, как бы спортсменами единоборств. Они накостыляли этим российским солдатам, потому что те сами напрашивались. В итоге российские солдаты ввели такой перехват, теперь усиленно ищут этих ребят. Ну, в общем, и так происходит повсеместно. Блокпосты абсолютно по всей территории города. Они ищут молодых ребят, ищут, кто может оказать сопротивление. Видите, устраивают аварии, незаконное задержание. Это происходит повсеместно и по городу, и по всей оккупированной Херсонщине. Ну вот у нас сейчас на экране были кадры о том, как жители Херсона протестовали против российской оккупации в самые первые дни, когда пришли эти российские военные. Сейчас вообще есть какая-то, в принципе, возможность у людей высказать свой протест и недовольство действиями россиян? Сейчас люди не могут выходить уже на мирные акции, потому что последний раз, когда люди собрались на мирную акцию, оккупанты уже не стреляли вверх, не стреляли вниз, они стреляли сразу по безоружным людям, стреляли и использовали светошумовые гранаты, использовали газовые гранаты. Одному человеку разорвало ногу, и
был открытый перелом у женщины, была травма легкого, и много ребят задержали, много ребят попали в больницу, поэтому это стало очень опасно. И во время этих акций оккупанты использовали дроны с распознаванием лиц. Некоторых задерживают сразу на акциях, некоторых сразу после акций, идентифицировав лица и личности. И стало просто опасно выходить на всю Украину, на поддержку украинских акций. Поэтому сейчас люди ведут такую более партизанскую работу. По городу Херсону и по всей области появляются украинские флаги. Обычно это происходит по ночам и утром. В той или иной самой высокой точке города или населенного пункта появляется украинский флаг. Появляются листовки с преследованием так званых гауляйтеров, назначенцев оккупационных войск. Сейчас объявлено вознаграждение 1 миллион гривен за голову Стремоусова. Это один из главных гауляйтеров Херсонской области. Разрисовываются стены украинской символикой, желто-блакитными такими лентами. Поэтому вот так сейчас происходит сопротивление в оккупированной территории в поддержку как раз всего украинского, в поддержку того, что Херсонщина — это Украина и всегда останется Украиной, а временную оккупацию мы переживем, а оккупанта выбьем из нашей родной земли. Сергей, возвращаясь к аварии, о которой мы начали говорить, но в любом случае оккупационные силы пытаются, ну я так предполагаю, да, что пытаются изображать некий порядок в городе, что они контролируют ситуацию, выстраивают какие-то там ветви власти. Но вот, во-первых, на ваш взгляд, да, будут ли все-таки, во-первых, есть ли там правоохранительные органы какие-то со стороны вот оккупационных сил, и будут ли они искать вот этого солдата, чтобы, ну, показать, что, в общем-то, они так или иначе власть, они за правопорядок, или это вот показатель анархии, какого-то хаоса, и ничего там не будет делаться? Ну, они как бы на своих ресурсах агитационных, по-другому их назвать нельзя, написали, что они ищут этого военнослужащего и пытаются установить его личность. Мы же понимаем, что на самом деле это абсолютно не так. У них единственная цель — это подавлять сопротивление, единственная цель всех их так называемых правоохранительных органов, которые они создают там и полицию в Херсонской области, и набирают даже туда работников по объявлениям. Но цель этой полиции и цель их так называемых правоохранительных органов — это подавление сопротивления. А вам известно, например, кто идет туда работать вот по этим объявлениям? Какая категория людей? Насколько мне известно, то желающих сейчас туда набраться нету. И вообще, если даже посмотреть весь срез этих назначенцев, которые на сегодняшний день так называемые гауляйтеры, ну, по гауляйтерам известным там все понятно, это, как обычно, беглые там сторонники бывшей партии региона Януковича, они сейчас поправлялись, повозвращались с России. А что до назначенцев, которые идут там во втором эшелоне, это люди, как правило, низкой социальной якости, это люди безработные, это люди наркоманы, вот там, как гауляйтер Филипчук в Херсонской области, всем известный наркоман в Каховке. Это тамада на свадьбе, это вот гауляйтер в Скадовском районе, заступник гауляйтера. Это вот такие люди. Охранник в музее, охранник в театре, стал директором театра. Вот это вот качество назначенцев, оно присутствует точно так же и в полиции. То есть те люди, которые были уволены либо по профнепригодности не подходили в ту или иную службу, сейчас их с радостью берут гауляйтеры, потому что никого из нормальных кадров, профессиональных, они подобрать не могут, потому что люди просто отказываются работать
с оккупантами, понимая, что это предательство своей родной страны. Ну и людская ненависть к этим назначенцам, к этим предателям, она настолько зашкаливает, что даже те гауляйтеры самого там высшего звена, то они на сегодняшний день передвигаются с огромным количеством охраны, в том числе и военных Российской Федерации, на бронированных джипах, в бронежилетах. Это говорит о том, что они боятся. Они боятся людской ненависти. Они боятся того, что могут в темном переулке и не дойти домой. Ну вот очень напоминает то, что вы рассказали, очень напоминает то, что уже мы видели в Донецке с 2014 года, когда участие в этих гибридной агрессии России, тогда еще гибридной, оно стало таким социальным лифтом для всякого сброда, я бы сказал, потому что известный этот боевик Моторола, это мойщик машин, а Денис Пушилин, который сейчас возглавляет ДНР, если я правильно помню, да, то человек, связанный с... Замеченный в аферах, по-моему, да, с МММ, финансовые типа пирамиды, да. и так далее. То есть получается, что они действуют по тому же самому сценарию. Но вот такой вопрос... Были сообщения про то, что Россия пытается вот изобразить там Херсонскую Народную Республику, потом изобразить желание людей присоединиться к России через референдум или еще каким-то образом. Вот как сейчас это происходит, подготовка к присоединению Херсона, ну и на ваш взгляд, насколько это вообще... Возможно, примут ли это люди, примет ли это мир? Ну, они с первого дня пытались сначала провозгласить ХНР, там свою, как люди их называют, ХНР через давление на областной совет. Они хотели это сделать наподобие крымского сценария. Областной совет должен был проголосовать, но областной совет собрался мгновенно и в онлайн-режиме приняли решение, что Херсонщина — это неотъемлемая часть Украины, есть, была и будет. На следующий день херсонцы 10-тысячным митингом мирным поддержали это решение и закрепили его. Поэтому тут получился провал у оккупанта. Следующий этап, они там хотели референдум, даже анонсировали дату на 27 апреля, потом перенесли на начало мая. Но, тем не менее, тоже провалилось эти планы у них, потому что люди не дали возможность бы даже сделать картинку. Они даже инсценировали там проведение пророссийского какого-то митинга, но он был провален, это было смешно, потому что там привезли 30 людей с российскими флагами, и это выглядало, знаете, так очень комично, потому что за несколько дней до этого был проукраинский митинг в Новой Каховке, и когда начали просто сравнивать количество людей на двух митингах, то оккупанты поняли, что даже не стоит пытаться делать картинку в поддержку России и проведения референдума, потому что это будет провально. То есть херсонцы им здесь сломали план. Потом они начали рассказывать о присоединении. Но для того, чтобы присоединиться, надо установить, то есть военные администрации, так называемые, они даже приняли закон там в Российской Федерации о создании администрации за границами Российской Федерации. Я так понимаю, для того, чтобы вот эти администрации обратились к России о присоединении. Но опять-таки вертикали администрации на сегодняшний день у оккупантов во всех объединенных территориальных громадах нету. А для этого надо сделать сначала абсолютную вертикаль власти со всеми старостами во всех населенных пунктах. Но и тут возможности у них такой нету, потому что херсонцы не идут массово с ними работать, а те там предатели, которые есть, они единичны. Последний из этапов проведения, они опять-таки вернулись к проведению референдума, но здесь им надо идентификация людей, они долго не могли с этим ничего сделать, даже устраивали там переписи населения, но люди просто банально не шли, заманивали там 10 тысячами рублями единоразовой помощи, если ты придешь с паспортом. Но сейчас они вот 5-й день уже как
вырубили связь на территории Херсонской области, мобильную связь украинских операторов и интернет, то вот здесь уже как бы ситуация стала критической. Для того, чтобы иметь просто банально связь, для того, чтобы вызвать скорую помощь, либо экстренные какие-то службы, либо просто связаться с родственниками, необходима сим-карточка. Вот эту сим-карточку они меняют на паспортные данные. То есть для того, чтобы получить российскую сим-карточку, они ее распространяют, надо дать свои паспортные данные, то есть идентифицировать свою личность. Ну и насколько мне известно, еще мэр Херсона Колыхаев, готовясь якобы к отопительному сезону, тоже начал процесс как бы регистрации, кто есть, кто выехал и так далее. Непонятно зачем, может быть, это под давлением оккупантов происходит, но такая сомнительная история. То есть оккупант сейчас всячески хочет идентифицировать количество людей, которые остались, и иметь персональные данные для них. Я так понимаю, это происходит все опять-таки для подготовки проведения так называемого фейкового референдума. Дякую вялікі за гэту інфармацыю і будзем сачыць за лёсам Херсона, які расейцы спрабуюць ператварыць у хіенерію, прабачце. Дэпутат Херсонскага абласнога савета Сергей Хлань быў з намі на відэасувязі. Продолжаем программу. Харьков – крупнейший промышленный центр Украины. Он занимает второе место после Киева по площади и по численности населения. И с первых дней вторжения российские войска уничтожают социальную и административную инфраструктуру города, но так и не могут его взять. Подробнее в нашем следующем материале. В Харькове хорошо развиты высокотехнологические отрасли, такие как сельскохозяйственное машиностроение, радиоэлектроника и авиакосмическая промышленность. Харьков – наукоград. Это одна из причин, почему он является одной из главных целей России. В 12 часов дня 24 февраля 2022 года части 1-й гвардейской танковой армии Российской Федерации вошли на окраины города. Харьков атаковали ракетами, артиллерией, самолетами и танками. Российские захватчики били по жилым домам, паркам отдыха, спортивным и культурным объектам. Айна Морозова – бурятка, тренер по плаванию и директор спортивной школы. В первые дни вторжения российских войск на территорию Украины она стала волонтеркой в штабе Харькова и сервировала военным еду. Штаб располагался в здании областной администрации, по которой 1 марта россияне нанесли ракетный удар. Тогда погиб 31 человек. Женщина была под завалами и чудом выжила. Я могла двигать только от колена одной ногой. И по звуку это было дерево. Я выстукивала, металлиста у нас, эту кричалку. Говорят, что меня сильно придавило какой-то бетонным куском. Они не могут его поднять без техники. Потому что еще сверху продолжает падать. И муж, видать, на эмоциях, на адреналине, он это сдвинул, и я вышла. Айна показывает единственный в Украине бассейн, который подходит для подготовки к Олимпийским играм. В марте россияне дважды нанесли по нему удар. Вот он. Вот такой сейчас. Видите, прилет был один. В Харькове местные жители преимущественно разговаривали на русском языке. Да и вообще в городе было много памятников русской культуры, а в школах дети изучали русскую литературу. Но и эти учреждения стали мишенью для российских ракет. Викладала я російську мову. Я преподавала русский язык и литературу. В этой школе был единственный в Украине музей русского поэта Сергея Есенина. Вы должны знать, что изучают бендеровцы и нацисты. Я также преподаю украинский язык, украинский и русский. Теперь все кончено. Такий біль. Так хотелось бы, чтобы побачили. Хотелось бы, чтобы они увидели. Эти освободители. От чего они нас освобождают? Отныне у нас не будет ничего русского. Ничего. Хоть сухопутные войска России были вынуждены отступить от Харькова, но по сей день город и область продолжают обстреливать ракетами. В ночь на 4 июня российская авиация нанесла удар по аэродрому в Коротиче. Мне не ясно, как гражданскому человеку
Зачем такую... Какие цели тут преследовали? Тут часто аэродром, маленькие самолеты, спортивные самолеты, парашютисты прыгают. С начала полномасштабного вторжения в Украину в Харькове от ракетных ударов разрушено более 3000 домов. Тут погибли сотни мирных жителей, но город продолжает стоять, а местные жители не намерены сдаваться. Руслан Игнатович, Белсат. Ну, як кажуть українські військовці і керівництво України, один із способів хутчэй скончыць гэтую паўнамасштабную вайну і захаваць жыцці людзей, гэта перадача ўзбраенняў, якія дазволяць адбіваць гэтыя атакі. Но с передачей оружия мы постоянно наблюдаем какие-то проблемы. Некоторые страны передают, достаточно активно это делают, например, как страны Балтии, Польша. Некоторые, в общем-то, принимают решение передать, потом как-то задерживают, пересматривают решение. Вот лидер таких смен позиций и взглядов на данный момент, наверное, это Германия, потому что она, в общем-то, сейчас не готова передавать танки, и немецкое издание «Шпигель» объяснило, почему Германия не хочет поставлять Украине танки. Объяснение звучит, в общем-то, таким образом. Шпигель, ссылаясь на источник в правительстве ФРГ, вот цитирует его, передача танков будет обозначать, что немецкие танки снова окажутся на территории России в случае, это первая причина, в случае, если Украина станет достаточно самостоятельной и примет решение атаковать Россию. Да, не только очистить свои территории, но еще и атаковать Россию. Поэтому Германия опасается появления немецких танков вновь на территории России. Но и еще одна причина, опять же, о которой говорит Шпигель, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ, это, цитата, «определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому». Ну, вот, але разом з тим Німеччина передала гаубицы. И я хочу еще такую новину поведомить, что есть способ дзейнічаць ніяк Німеччына, як норвежцы. Вось Норвегия, яна передала Украине 20 самоходных артиллерийских установок М109, это причем модернизованные. И поведомила Норвегия про это только после того, как украинцы уже атрымалі гэтыя самоходные артиллерийские установки. Спадарства, мы паціху заканчиваем наш ранішні эфир, и вось наш апошні матэрыял, пасля якога мы з вами не побачимся до вечера. І з вами гэтыя 2 гадзіны па-руску працаваў Ігор Віняўскі і Ярослав Сцешак па-беларускі. Вайна не шкадуе нікога, ад яе церпіць мірнае насельніцтва. І адна з самых складаных задачаў на вайне дапамога жыхарам прыфрантавых населеных пунктаў, і асабліва цяжкая гэтая праца зараз на Донбасе, а па меры набліжэння баявых дзеянняў лякарні застаюцца без персаналу, без абсталявання, а часам без электроэнергіі і вады. І вось украінскім лекарам дапамагае міжнародная арганізацыя «Дактары без межаў», як вывозяць пажылых, хворых, параненых людзей да эвакуацыйных цягнікоў. Мы побачым просто зараз. Дякую, что были с нами. Буквально через несколько секунд этот сюжет на ваших экранах. Напоминаю также, что в 20 часов вечера по Киеву, Минску и Москве наши коллеги продолжат информационный эфир студии Белсата. Включайтесь к вечеру и смотрите уже итоговые события дня. Оставайтесь с Белсатом. Побило меня вот так, видите? И вот тут немножко лицо. У меня все равно Господь меня спас. Страшно, когда ты не можешь помочь человеку. Он на твоих глазах, любимый, отходит. Раненая.
Кожны выезд, ён розны. Мы мало што ведаем да самага ад'езду. Маем толькі прыблізную інфармацыю пра імаверных пацыентаў. Он плохо себя чувствует. Он сам не сможет. Доведешь, Наташа. Нашая мэта вывесці ўсіх з бальніц, што каля лініі фронту. І вядома ж, гэта не толькі параненыя пацыенты з траўмамі, але пажылыя людзі ці маладыя з хранічнымі захворваннямі. Я вчера еще стоял на балконе, кофе пил, взорвался кассетный боеприпас, и у меня вот это. Достанут, не достанут. Ну. Всего доброго. Всего доброго вам. У вакацыі штодня толькі актуальная і правераная